В прямом эфире информационная программа «Вести Чеченская Республика». Мои коллеги и я, Рамзан Абуев, готовы рассказать о наиболее значимых событиях к этому часу. Ассаламу алейкум. Главное сегодня. Горы зовут тех, чья душа им по росту. Мы разработали и выстроили такой мемориал, как пригласительный. В высокогорном селении Пешха идет строительство туристического комплекса Шамсудин-Гала, что будет включать в себе объект. Жизнь есть движение. Пытался сохранить эту скорость, вот так получилось, что я выиграл. Грозный присоединился к всероссийскому фестивалю «Семейная команда». По скольким видам спорта состязались участники? Комфорт и качество. Сейчас ремонтные работы ведутся по улице Саисановская общей протяженностью 1170 метров. В Грозном ведется реконструкция ряда улиц. Сколько километров всего будет отремонтировано? Спецназ «Ахмат» под командованием Апти Алаудинова переброшен Генштабом России на Бахмутское направление. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава региона. Такая рокировка на сложный участок военных действий говорит о доверии командования и высокой боеспособности подразделения. Накануне военнослужащие провели разведку в населенном пункте Клещеевка, про который так часто говорили в последние дни и вокруг которого нагнеталась обстановка западных СМИ. По словам Апти Алаудинова, ситуация в данной местности под полным контролем российских войск. Масштабная благотворительная акция от регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова прошла в Субъекте. Продовольственную помощь раздали нуждающимся в 5 муниципалитетах. Это Гудеремецкий, Курчалоевский, Нажаюхтовский, Шалинский, Веденский, а также в городе Аргун. Всего 21 тысяча пакетов с мясом птицы и 63 тысячи буханок хлеба. Стоит отметить, что такую поддержку семьям республики благотворительные организации оказывают на регулярной основе. Жители выражают слова благодарности в адрес Аймани Несиевны и Рамзана Кадырова. Sonda emsar dosh bosh bosotesna tsayt. Dere solution aymanin ramzanna amad hajin diye darsa ser. Tada mawdiashlu da ma hawshbu. Mutane man yuqaldana dasqa. Загадочный и манящий, таящий в себе много тайн и легенд колыбель чеченского народа, прекрасный высокогорный Галанчожский муниципалитет. В одном из ее селений Пешха возводится религиозно-культурный комплекс Шамсудин-Гала. На его территории будет символ горцев, боевая башня, строящаяся с исторической точностью, а также просторная мечеть, барнхаусы, гостиница и беседки. О возрождаемом Галанчоже и его красотах расскажет Турпалали Тайсумов. Галанчожский район. Этот восстанавливаемый муниципалитет известен своими природными красотами и сохранившимися объектами культурного наследия, такими как окаменелые солдаты и другими. Населенные пункты, такие как Пешха, Галанчож, Хайбах, в свое время были уничтожены в ходе сталинских репрессий. Сейчас мы уже находимся на высоте более 2000 метров и, судя по всему, даже выше облаков. На той стороне гор имеются хорошо сохранившиеся следы троп, по которым когда-то ходили люди. Нет сомнений в том, что исторические селения вновь будут заселяться. Это лишь вопрос времени. По инициативе главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова в районе начали проводить электрификацию и строить дороги, чтобы люди могли вернуться в родные края, предки которых были выселены. Мы же держали путь к религиозно-культурному комплексу Шамсудин-Гала, названному в честь Шамсудина Якубова, заложившего первый камень в строительство. Он включает в себя все: просторную мечеть для молящихся, символ горцев, боевую башню, а также места для отдыха и прогулок. Начинается комплекс со стелы, на которой подробно указаны объекты горной местности. Здесь мы разработали и выстроили такой мемориал, как пригласительный, потому что сюда очень много туристов ездят, показать наше тейповое сообщество, как красиво расположена и карта, где указывают все населенные пункты Тейпа Пешхой. И вот с этой террасы можно наблюдать Шамсудин-Гала,
комплекс Шамсудин-Гала. И здесь будет стоять маяк, который будут смотреть туристы и будут получать удовольствие. В планах находится объект животноводства, который также войдет в состав комплекса. На данный момент здесь ведется строительство овчарни, в которой будут содержаться козы и овцы. Причем они являются селекционными, то есть специально выведенной породы. Горное разнотравие наравне с чистой родниковой водой сделают их обитание комфортной. Но и это не все. Здесь ведется дополнительное благоустройство территории, а еще появятся так называемые бранхаусы – места для отдыха и ночлега. Маленькие домики для туристов, когда они приезжают семьями, чтобы было все удобства. И при этом это сейчас идет проектирование, над этим работают, так, чтобы соответствовало под старину, под камень, ровные мембранные прямые кровли. И тогда, естественно, чтобы соответствовало удобство для туристов. В гостинице имеются комфортные номера, как двухместные, так и семейные, рассчитанные на большое количество постояльцев. Для тех же, кто ищет настоящих приключений и эмоций, есть особое место для ночлега. Это вот такой вот второй уровень входных ворот. Здесь достаточно места, чтобы разместился как минимум один человек в спальном мешке при закрытии люка. Однако есть и небольшие сложности, решение которых облегчит работу всего комплекса. Нам не хватает здесь свет. Свет, который уже протягивают с Бамута, протянули уже Галанчорский район, но до нас еще осталось 17 километров, пока еще до нас не дошли. Хочу сказать спасибо главе нашей республики Рамзану Ахматовичу Кадырову, который лет 5 назад, который сюда приехал, посмотрел эту горную территорию и тут же дал поручение для выкладки дорог. В Галанчорском районе не осталось ни одного населенного пункта, где не сделали дороги. Мы видим только комплекс Шамсудин-Гала. Я уверяю вас, еще многие населенные пункты восстанавливают, строят, башни строили, Галанчоржи строили, Эрлоевска. Мы везде строили благодаря этим дорогам. Если бы не были бы дороги, мы, наверное, сюда бы и посмотреть не доехали бы. Все создано в традиционном стиле. Быт чеченцев в прошлые века показан очень достоверно, и многие захотят увидеть это своими глазами. Турпа Лолита Исумов, Резван Насипов, Адлан Ташухаджиев и Магомед Ахматов. Вести. Чеченская республика. Улицы Батукаева, Шалинская, Шабазова, в целом 70 артерий Грозного планируется реконструировать. Общая протяженность которых 65 километров, из них более 30 уже завершены. Это позволит повысить пропускную способность улично-дорожной сети. Качественнее и безопаснее станет не только сама дорога, а будет благоустроена и прилегающая территория. Репортаж Адама Магомедова. Прокладка дороги – это целый механизм. КАМАЗ высыпает асфальтобетон в специальный укладчик. После техника, толкая грузовик перед собой, ровно укладывает новый слой полотна. За ними едет и каток, который уплотняет дорогу. За час беспрерывной работы специалисты укладывают больше 200 метров дорожного полотна. Таким образом, на территории Грозного будет отремонтировано свыше 70 улиц общей протяженностью 65 километров. Из них больше 30 уже завершены. Сейчас ремонтные работы ведутся по улице Саисановская общей протяженностью 1170 метров. Ведется укладка второго верхнего слоя, и сегодня, эти работы по этой улице уже будут завершены. Перед началом работ по установке полотна на улицах заменяются и сети водоснабжения. На каждом этапе реконструкции дорог задействовано более 25 единиц спецтехники. Это улица имени Жуковского. Здесь уже второй день ведутся демонтажные работы изношенного бордюрного камня на полотне. Общей протяженностью 2 километра 420 метров. Планируется заменить более 10 тысяч метров бордюра. Помимо этого установят около 70 новых оцинкованных двухрожковых опор освещения с энергосберегательными светильниками. В связи с большой загруженностью транспортного потока в Грозном улицы закрываются только поквартально. Работы ведутся в рамках национального проекта «Безопасные, качественные автомобильные дороги», который функционирует начиная с 2019 года и продлится до 30-го. Чеченская республика из года в год занимает лидирующие позиции в его успешной реализации. Адам Магомедов, Моусар Хаджиев, Магомед Вараханов. Вести. Чеченская республика.
Сразу 4 представителя республиканского клуба «Ахмат» стали чемпионами Европы по вольной борьбе среди юношей до 16 лет. В торжественной обстановке победителей встретили в столичном аэропорту. Соревнования проходили в Венгрии. Чеченские спортсмены не оставили шансов своим соперникам. Борьба была зрелищная. На высшую степень пьедестала почета поднялись Ахмед Найбаров, Малик Салатаев, Байсангур Асмаев и Идрис Альбеков. Здесь же завершилось первенство Европы по греко-римской борьбе, на котором золотую медаль завоевал еще один воспитанник клуба «Ахмат» Ильяс Дакаев. Венгрии даган цигар капашвар шгалери. Первый ist крупный выезд дерцер цадел иретман стик справиться дыр шансы цайларца цанан масан 10-0 яш ist латарнисте ларцер дел иретман вай noch чуть-чуть да сборная команда России ярца представляет яш юак амбол хаз шашгайт мадез Велогонка, шашки и забег на 2 дистанции 1,7 километров. Всего 2700 участников. Чеченская республика присоединилась к Всероссийскому спортивному фестивалю «Семейная команда». Организатором выступило региональное отделение движения первых и приурочено ко Дню семьи, любви и верности. Мадина Нусалчиева поделится именами победителей. Забег – одна из дисциплин, представленных на масштабном спортивном фестивале «Семейная команда», организованного региональным отделением Общероссийского общественно-государственного движения «Движение первых» Чеченской Республики. Сперва стартовали участники младшей категории. Все произошло стремительно. Буквально за несколько минут они преодолели все расстояние. Сейчас к забегу готовятся участники от 18 лет. Им, как и тем, кто бежал до них, необходимо сделать 3 круга. Длина дистанции – 1 километр. Поскольку километр является средней беговой дистанцией, важно грамотно распределять силы. Набирать темп необходимо в первые 7-8 секунд и примерно за 200 метров до финиша. Остальное время в среднем темпе. Ахмед Амаев в этом забеге пришел первым. 2-3 пацана первые вышли. Я думал, что за ними побегу, и они чуть начали уставать. Я потихоньку пробрался на первое место и думал, может добежать. Как добежать? Пытался им сохранить эту скорость, вот так получилось, что я выиграл. Если ты сразу начнешь прям сильным темпом, то вот тут встанешь и все. Посоревноваться можно было не только в скорости и выносливости, но и в умении выстраивать стратегию и рассчитывать ходы. В рамках фестиваля прошел турнир по шашкам, были подготовлены и различные мастер-классы. Так каждый желающий мог обучиться правилам и техникам армрестлинга. Плечи должны быть ровно, всегда по правилам должны ровно быть. И надо хватать ручку. Локоть нужно держать на подлокотнике, нельзя его поднимать. 2 раза поднял, то проигрыш. Хват берем, руки должны ровно. После старта уже каждый может делать, закрутить, открутить, двигать можно локоть, но поднимать нельзя. И до подушки, или до уровня. Не обязательно до конца, но уровень, чтобы был до подушки. И нельзя отпускать эту ручку. Победителям и призерам забега и турнира по шашкам вручили денежные сертификаты на сумму 5, 10 и 15 тысяч рублей от регионального общественного фонда имени первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Второй день фестиваля прошел в Аргуне, Гудермесе и Бачиюрте. Также добавилась еще одна спортивная дисциплина – велогонка. Она состоялась в Грозном. 20 спортсменов преодолели 7 километров по живописной дороге вокруг Грозненского моря. Победителям и призерам вручили новые велосипеды. Всего в фестивале приняло участие 2700 человек. Мадина Нусалчиева, Моусар Хаджиева, Магомед Басаев, Сайдамин Даут Мирзаев, Вести, Чеченская Республика. В торгово-развлекательном центре «Грозный молл» состоялся мастер-класс заслуженного художника республики Рустама Яхиханова. Урок называется «Образ на холсте» и представляет уникальную возможность для любителей живописи окунуться в мир портретного искусства и освоить техники создания работ в данном жанре. Мадина Нусалчиева расскажет о том, насколько важны мельчайшие детали в каждом полотне с точки зрения своеобразия художественной мысли.
Настоящий урок живописи развернулся в зале торгово-развлекательного центра «Грозный молл». Принять участие в мастер-классе заслуженного художника Чеченской Республики Рустама Яхиханова и просто понаблюдать за работой собралось от мала до велика. Организовал мероприятие Национальный музей Чеченской Республики. Мастер-класс привлек внимание людей разных возрастов и уровней подготовки. Это уникальная возможность как начинающих художников, так и для тех, кто уже имеет опыт в живописи, получить ценные советы от такого опытного художника, как Рустам Яхиханов. Для нас важно через такие мероприятия вдохновлять нашу аудиторию и показывать, что искусство может быть доступным и интересным для всех. Рустам Яхиханов – художник, за плечами которого богатый опыт, профессиональные навыки и большое количество работ на национальную тематику. Знаком с некоторыми из них даже тот, кто не слышал о самом авторе. Речь идет о серии графических картин под названием «Легенды Кавказа», которая быстро нашла положительный отклик среди жителей региона. Так поклонников творчества Рустама стало чуть больше, в их числе и Раджаб Ясадов. Одни из первых работ Рустама Яхиханова, которые я увидел, это были картины великих чеченцев, борцов за свободу: Шейх Мансур, Байсангур Биноевский, Абрек Залимхан, Имам Шамиль. Это были первые работы, и стиль написания картин мне очень понравился. Темой мастер-класса было написание портрета масляными красками. В качестве модели для участников мастер-класса выступил не менее талантливый чеченский художник и музыкант Рустам Муцаев. Его игрой на гитаре сопровождался весь творческий процесс. На протяжении всего мастер-класса художник поддерживал участников, мягко исправлял ошибки и давал советы, как сделать так, чтобы портрет стал еще лучше. Делился секретами работы с маслом, тенями и фактурой. Нас погрузило в эту атмосферу, и я в процессе смотрел у ребят, как мог, пытался подбодрить. Вроде бы очень удачно получилось, я этому очень рад. Я рад, что я принял участие, я рад, что какой-то результат у нас появился. И я думаю, что это кого-то, может быть, подбодрит, вдохновит в будущем. Взять в руки кисть никогда не поздно. В этом убеждена Берлан Джабраилова. Женщина рисует 4-й год. Однако свой первый портрет она написала на этом мастер-классе. Просто нереально. Мне нравится. Это прям моя атмосфера. Я тут вижу творческих людей, людей, которым все это нравится. И прям я отдыхаю душой. Работы, сделанные участниками мероприятия, будут представлены на небольшой выставке, отметил Рустам Яхиханов. Мадина Цолчиева, Ислам Ибрагимов, Магомед Бараханов, Вести, Чеченская Республика. Широкий выбор товаров, приятное обслуживание, демократичные цены и удобное расположение удивит самых искушенных кондитеров. Крупнейший дистрибьютор продукции для кондитеров в регионе Фортайм отметил свое 2-летие. По данному событию прошло крупное празднование. Репортаж Луизы Яхяевой. Крупнейший дистрибьютор продукции для кондитеров Фортайм отметил свое 2-летие. За это время магазин успел завоевать любовь и признательность многих кондитеров не только из Чеченской Республики, но и из других регионов страны. В этот знаменательный день Фортайм собрал в одном месте своих самых преданных клиентов. Я сама работала много лет управляющей в кондитерской, и Фортайм знаю с момента создания этого магазина. И за 2 года, сегодня как раз 2 года Фортайм, за 2 года они многого добились. Праздничный фуршет, выступления народного артиста Чеченской Республики и, конечно же, интересные конкурсы, за победу в которых полагались призы. Кондитерские наборы, скидочные сертификаты и главный приз Blenders Mag. Но самое важное, гости мероприятия получили шквал положительных эмоций. Я желаю Фортайм процветания, желаю побольше клиентов на крупные закупы, не только в нашей республике, но и далеко за ее пределами. И с днем рождения! Желаю им процветания, дальнейших развитий. Фортайм я знаю не 1-й год, всегда беру у них качественный шоколад и ни в чем не сомневаюсь. Помимо качественной продукции, Фортайм славится еще и своим сервисом. Консультанты магазина всегда готовы помочь с выбором и подобрать для своих клиентов лучшее. А еще для удобства покупателей действует опция доставки товара. Также несколько раз в месяц проводятся мастер-классы по приготовлению десертов. Наш клиент для нас как наш дорогой гость, друг. Мы стараемся подбирать самый лучший товар,
подсказываем, смотрим, что им нужно. И для нас очень важно, чтобы они уходили от нас довольными, счастливыми, и также возвращались к нам обратно. Еще одна приятная новость для своих покупателей. Магазин Ford Time объявил грандиозную акцию целых 3 дня скидок на 10 позиций из ассортимента, начиная от шоколада премиальной марки Callebaut и заканчивая товарами для упаковки и оформления. За 2 года Ford Time прочно укрепился в кондитерском мире как самый надежный партнер. Привлекает разнообразие и качество ассортимента. Все в одном месте, начиная с ингредиентов для приготовления десертов и заканчивая упаковкой для готового изделия. Луиза Ахяева, Магомед Басаев, Магомед Бараханов, Вести, Чеченская Республика. К этому часу это все события. Еще больше новостей вы можете узнать на наших социальных платформах и в приложении «Смотрим». С вами был Рамзан Абуев, и пусть в вашей жизни будут только хорошие вести.